Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», в студии Светлана Кадырова. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Летний отдых, как он изменился с советских времен, как в принципе изменились детские оздоровительные лагеря. Об этом сегодня говорим с очень интересным гостем, кандидатом педагогических наук, директором Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето», член Президиума Союза отцов, а еще и сам отец 4 детей, Давлетшин Эльдар Лукманович. Добрый вечер, рада вас видеть. Добрый вечер, Светлана. Я не знаю, есть ли в стране такие эксперты, но, посмотрев на ваш послужной список, международный опыт, да, работа в детском лагере в Нью-Йорке? Штат Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Да. Участие в Всемирном конгрессе лагерей, обучение на международном курсе директоров лагерей, проведение международных смен «Мосты дружбы», 19 стран-участниц, российский опыт, начальник лагеря Комсомольский ВДЦ «Орленок», 10 лет, победа в конкурсе всероссийском среди специалистов детского отдыха, защита кандидатской диссертации по педагогике детского отдыха, еще премия, да, президента, Да, по-моему, Российской да, Федерации. Это как? Что такое кандидат? Для меня нет, для начала. Что такое кандидатская по педагогике детского отдыха? Что? О чем там можно писать? Для нас сфера развития ребенка, она не только в школе, не только в доп. Образовании, но и в интенсивной жизни детского лагеря. Потому что смена 21 день, 18 дней, 7 дней, она дает ребенку огромнейший опыт, который он потом в дальнейшем жизни везде использует. Такая маленькая жизнь лето, да? Это целая, сжатая, очень сконцентрированная, очень эмоционально насыщенная жизнь. И мы все знаем, что в течение дня у ребенка происходит множество процессов, которые потом нужно с ним дальше анализировать и педагогу, и родителям, и использовать в дальнейшей перспективе его развития жизни. Поэтому моя диссертация была посвящена именно возможностям развития ребенка в детском лагере и социально-культурным особенностям детского лагеря, которые нужно создавать, специальные условия. Их нужно управлять ими и как раз регулировать, чтобы ребенок дальше развивался. Как, в принципе, получилось так, что вы приличную часть своей жизни посвятили детским лагерям? Это у вас такая удачная смена была в детстве, что ли? У меня действительно была удачная смена. В зимние каникулы, кстати, лагеря же часто работают в круглогодичный режим. Педагогический совет школы меня впервые в жизни в 14 лет направили в школу. Я был категорически против. У меня были, как у любого мальчишки в 9 классе, были свои планы, серьезные планы были. Директор школы вызвал и сказал: вот тебе путевка. Тебя научат кататься на лыжах, на коньках. В итоге меня не научили ни на коньках, ни на лыжах, но я влюбился в лагерь там. То есть, благодаря вожатому, благодаря чему? Благодаря особой атмосфере, благодаря тому, что там есть возможность найти друзей, найти, может быть, ответы на вопросы, которые ты для себя не находишь в какой-то ежедневной своей жизни, в тех ролях, в которых ты живешь. Ученик, сын, брат. А в лагерь ты приезжаешь, и ты можешь быть, по сути дела, кем ты себе изберешь. Там, волшебником, да, то есть, или, там, не знаю, хочешь быть маленькая лидером. Страна детства. Целая маленькая, да, такая страна, где это ты можешь какой был лагерь? Мне интересна судьба в разных регионах страны. Но вот молодость такая, можно сказать, школьная и студенческая прошла в Челябинской области. И я был вот в лагере на Урале, и там провел зимнюю смену, после которой директор лагеря подошел и сказал: мы ждем тебя вожатым уже на весенние каникулы. То есть это был такой это была путевка такая карьерный в профессию. Лифт абсолютный, да, такой взлет. Да. Вы сейчас сказали, что найти друзей в лагере, там, время, расписание, почувствовать себя, найти. Такое ощущение, что вообще, в принципе, детский лагерь-то изменений не произошло с вашей молодости до детства сегодняшних ребят. Это главное осталось? Или вообще как изменился, в принципе, детский отдых? Или требования к детскому отдыху за 10 лет, хотя бы последних? Сутевая история, зачем едет ребенок туда, это, конечно же, пообщаться и найти друзей. И вот интересно провести время. Сутевая история для взрослых, она регулярно меняется. Если мы можем смотреть там советскую повестку, с которой вы начали, да, это как раз-таки до 60-х годов вся сфера детского отдыха была сурово под Министерством здравоохранения. Это были здравницы. Вот, пионерские оздоровительные лагеря. То есть главная история была ребенка накормить, конкретно дозированно, чтобы съел обязательно. Все, закаливание. У нас до сих пор еще остались все эти показатели, 8 показателей оздоровления ребенка. Это увеличение объема легких, это прибавка в весе, вот это я вижу аппетит. Да. Абсолютно. Да, когда при поездке в Артек на международный форум, я вспоминаю, как нам показывали хроники советских времен, когда такие нянюшки
очень колоритные, ходили и переворачивали детей на пляже. Дети определенное время должны были загорать. Прям голенькие их переворачивают, ходят, и это прям записывается. Показываются огромные порции винограда, арбуза. Детей отправляли именно для оздоровления. С течением времени запрос взрослых менялся. Много было идеологических лагерей, мы понимаем, в советское время. Да? Там формировался актив комсомольцев, актив пионеров. Это было такой скреп, да, все понимали, что лагерь дает дружбу, лагерь дает такую серьезную спайку и вот, ну, именно связь людей. Куда-то Саманта приезжала, да? Абсолютно верно, да. И ей до сих пор еще вот этот памятник стоит. По сути дела, запросы дальше менялись. Дальше в 90-е уже был запрос на индивидуализацию ребенка, да, то, что появилось множество общественных организаций, множество движений, направлений, и вариативность лагерей появилась. То есть это в 90-е. Это в 90-е, да. И сегодня мы видим, как вот вариативность она развивается, но есть большой запрос, в том числе и на то, чтобы ребенок учился жить в коллективе и находить свое место в коллективе. То есть временный детский коллектив лагеря, который формируется, это очень важный социальный навык. И сегодня уже уходит та погоня, которую вот мы наблюдали, может быть, в 90-х, в начале 2000-х, когда каждая программа говорила об индивидуальной траектории, о лидерстве, о лидерских качествах ребенка. Сегодня мы видим больше такую тенденцию, чтобы запрос родителей, чтобы ребенок научился дружить, общаться, взаимодействовать с другими ребятами в комнате, да, то есть вот именно социальные навыки такие. Это поколение гаджетов как раз, да? То есть когда мы не учимся, да. Когда мы не умеем общаться, кроме как виртуально, правильно? Да. А вот про вариативность лагерей, в принципе же она сегодня сохраняется, да. я так понимаю. Да. А вариативности какие сегодня есть в принципе лагеря? И мы понимаем правильно, что в общем-то лагеря отражают тренд, ну, наверное, по профессиям, по карьерам, которые существуют на данный момент. Я так понимаю, в топе IT, да? В топе IT, да, на самом деле, вариативность широкий веер. У нас буквально две недели назад закончился конкурс этих профильных программ при Министерстве по делам молодежи. Вот, организуем этот конкурс ежегодно мы, Центр лета. Туда заявляются общественные организации, предприятия, лагеря, которые хотят именно какую-то свою программу продвинуть. И закончился неделю назад конкурс в Министерстве образования Татарстана, тоже этих конкурсных профильных программ. Я был членом жюри и там. Хочу сказать, что линейка программ очень широкая. Ну, какие? Конечно, большое внимание у нас идет ко всем спортивным федерациям, потому что Татарстан такая спортивная республика, и у нас многие федерации понимают потенциал детского лагеря, когда можно в течение года заниматься на секциях, но вывести один раз на 18 дней ребят для того, чтобы они почувствовали настоящее дружеское плечо и команду. Это, конечно... Боевое слаживание. Да. Помимо этого, есть множество разных IT, как вы сказали, программ. Сегодня появляются программы, вот в этом году заявилась новая программа по управлению беспилотными аппаратами. И соревнования в течение смены планируют собрать республиканский такой фестиваль. Помимо этого, по киберспорту, новый вот уже второй год подряд программы заявляются на конкурс. Робототехника, она в топе уже последние там, вот лет 5-6, когда дети с разными азами знакомства с робототехникой могут уже в лагере в игровой форме создать там свою модель, ею поуправлять, посоревноваться. То есть это такой тренд. Ну и, конечно, я наблюдаю уже какой 4-й год подряд этот конкурс. Держатся и общественные организации, стараются свои программы делать интересными, разнообразными. Общественные организации скаутов, союз пионерских организаций, вернее, союз организаций детских, потом движение первых заявляет свои программы. То есть такие, можно сказать, немножко, мы с вами понимаем, отсылки, да, то есть на пионерские активные лагеря, но это уже лагеря других общественных организаций, во многом берущие методику, в том числе и из советских лагерей. Ну, в принципе, сегодня у лагеря больше задача такая профориентационная, я так уже понимаю, да? То есть это веяние времени? Вы знаете, много задач. Ну, не помню я раньше детских смен слесарей, я не знаю, педагогов, либо еще чего-то. То есть, мы же сейчас переходим все-таки к крайне профориентационной работе, я правильно поняла? Вы знаете, есть одна из таких задач, но вот если так по государственному смотреть, я уже сказал, в советское время это было здравоохранение. Сегодня каждому субъекту Российской Федерации по закону определено выбрать, какой орган власти этим занимается. Вот 15 регионов в стране решили, что это Министерство по делам молодежи. То есть, и в том числе Татарстан у нас это такое ведомство молодежной политики. Часть регионов видит в этом образование.
и вот Часть прям здоровья. активно продолжают систему дополнительного образования летом, то есть и продолжение такого неформального обучения. Часть в Министерстве социального труда, то есть это такая мера поддержки семьи. И это тоже интересный опыт, когда вот мы видим и Тюмень, и Пермский край, вот я там бываю, да, смотрю. Это такая форма поддержки семьи, семейного досуга и запросов семьи. Вот желает семья развивать ребенка в этом направлении, то есть они направляют в такой лагерь. То есть тоже такой интересный опыт. И, например, Москва, вообще не похожа ни на кого остальных, это ведомство культуры. То есть в Москве детский отдых — это департамент культуры. И мы смотрим, как они работают. Они тоже задают определенные тренды. Они показывают, что лагерь — это очень ярко, это очень интересно, это очень культурно насыщенно. Большое культурное событие. Событие для ребенка, да. И сегодня нельзя сказать, что сугубо лагерь отвечает на запросы только профориентации. Потому что если ребенка отправляют в 7 лет, в 8 лет, наверное, еще рано говорить о профориентации. Здесь, наверное, помочь ребенку попробовать разные виды деятельности и социализироваться, какие-то первые навыки самостоятельности, самостоятельно кровать заправлять. Неделю, две-три заправлять кровать. Что со структурой детского отдыха? Вот на самом деле, возвращаясь все к этому же фильму «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», что следили за судьбой Константина Инночкина, который, в общем-то, не хотел просто отдыхать, а не выполнять, и не быть там, поклонником царицы кукурузы, да, царицы всех полей, и так далее, как их откармливали, взвешивали. Я вспоминаю свой лагерь, но у меня не очень хорошее впечатление, может, я поэтому не стала педагогом, да, и кандидатом педагогических наук. Возможно. Страна получила немножко другого героя. В принципе, что сегодня, как изменилось вот, дневное, да, пребывание? То есть раньше там подъем в 7 утра и так далее. Что-то меняется, у нас больше вот этой свободы, демократии внутри. Или система управления детьми остается прежней? Вы знаете, у нас есть ряд регламентирующих документов. Это Санпин по детскому лагерю. Он как наша настольная Библия, и там есть режим. Вот режим — это незыблемая вещь из разряда, что в 10 часов в день ребенок должен спать. Это вечернее, ночное время и дневной сон. И вот необходимо его обеспечивать. Старший возраст, конечно, ребята, они днем никто, и в учебное время никогда не спят, летом тем более они не хотят спать, поэтому в это время какие-то легкие активности из разряда пообщаться, полежать, книгу почитать, ну, либо в гаджете побывать, да, то есть такие формы допустимы. Что касается режимов, вот вы знаете, интересный опыт в Крыму был, в лагерях смотрел, есть частные лагеря, есть сеть их, и общался там с потенциальным работодателем, он говорит: вы не сможете у нас работать, вы привыкли к лагерному режиму, потому что мы идем... Каникулы строго. Она говорит, директор там интересная, тоже она кандидат экономических наук, и она выработала свою методику, называет ее уникальной, она идет от потребностей ребенка. И он говорит, если ребенок утром хочет спать, пусть он спит сколько хочет в лагере. Опять тут деление. Совы, жаворонки Проснулся и так в далее, 11, идет в пижамке, столовая должна обеспечить его завтраком, вожатый не должен его будить. То есть вот они идут от потребности ребенка. Она доказала эту методику. И вот у нее есть свои клиенты. Это коммерческие. Это коммерческие, да. То есть поэтому они могут себе это позволить. Они такие вещи себе позволяют, да. Как изменились вожатые? То есть мы тоже вспоминаем и свой опыт и так далее. Вожатые это всегда были, ну, как минимум, педагоги уже с приличным опытом. То есть не было юных студентов, школьников, вот как вас отправляли, да, в 14 лет. Да. А сегодня средний возраст, среднестатистический портрет вожатого. И к чему он готов? Это, я так понимаю, при дефиците кадров, в принципе, в стране, что набрать их сложно. Нет, и у нас кто вообще... попадает? Есть вообще отборы? Или отборы всех есть, берете отборы подряд? есть, конечно же. У нас вот нельзя сказать, что вот прям вот единая система работы вожатых, может, как в советское время, да. Сегодня тоже вот как вариативность лагерей, как вариативность их подготовки кадров. Есть единые требования к квалификации вожатого. Это образование, вожатское дело. Оно у нас составляет 144 часа. По сути, может человек и в 18 лет обучиться, и в 24 обучиться этой профессии. А в 48? В 48 тоже может Так, обучиться, да. Единственное, что рекомендация все-таки, чтобы вожатый был возраста там, до 25 лет, потому что есть легче выстраивать коммуникацию и доверительные отношения у детей. Все-таки выстраиваются к вожатым, которые такого возраста. Я всегда учу вожатых, я тоже учу и преподаю только одну дисциплину, основу вожатской деятельности в ВУЗе. И мне интересно всегда смотреть на современных вожатых, как вы говорите. Какие они, какой у них запрос.
Интересно, что люди думают и читают. Меня вот больше всего это радует, что читающие люди, что не только в гаджетах живут. Это стереотип, молодежь тоже читает. И вот я хочу сказать, что 144 часа — это тот базис, который важно получить начинающему педагогу для того, чтобы получить эту профессию. Понимать, как работать с временным детским коллективом, по каким принципам строится лагерная смена, что важно сделать первый, второй, третий день и заключительный день. Да? То есть вот эти вот основы разбираются вот как раз в этом курсе 144 часа. Отвечая на вопрос, кто едет вожатым. Конечно, есть добрая часть людей, которые получили педобразование и летом хотят либо подработать, либо поехать с ребенком. Да? То есть таких примеров очень много. Просятся в лагерь, либо кружок какой-то вести. Это действующие педагоги в системе образования. Таких, наверное, вот, можно сказать, 1/3, может 40%. Есть добрая часть активной молодежи, которые активисты российских студенческих отрядов, это педагогические отряды. Есть много молодежных организаций у нас в республике, Солят, например. Да? То есть эти организации получают свою лицензию на профобразование и проводят свои школы вожатых. Получается, аттестуют ребят и потом уже готовых выпускают к себе в лагеря. Такой принцип тоже есть. Мы, как республиканский центр, работаем по договорам, сетевые партнерские договоры с вузами и с колледжами педагогическими, где, на базе которых совместно проводим школу вожатых, отбираем ребят и берем уже в республиканские лагеря. Вот модель такая. Хорошо. Структуру посмотрели, как изменились вожатые, посмотрели. По-моему, самые ключевые изменения все-таки произошли с инфраструктурой, с самими лагерями, плюс с момента, когда начала действовать республиканская программа в Татарстане по обновлению, по реновации, да, лагерей. До всех ли ваших лагерей дошел ремонт? И вот как за последние 10 лет вот между щитовыми домиками, от щитовых домиков к чему пришли? Запрос, конечно, он созрел в обществе. Сегодня мы хотим все отправлять детей в лучшие условия. И уже, конечно, не в те вот фанерные домики, да, и с условиями и удобствами на улице. Конечно, сегодня ребенок это не знает, городской ребенок особенно. И в Татарстане есть уникальная программа, вы ее назвали, это программа «Лето детям». Так называется, «Лето детям». Все адресно, все понятно. Вот, за уже практически 5 лет существования программы капитальный ремонт прошли 29 лагерей. Это существенно, практически уже 1/3 детских лагерей в Республике Татарстан из муниципальных республиканских. Ну, учитывая практически, что все было разрушено и создавалось да, заново. То есть да. не просто чуть подремонтировано. На самом деле, да, есть лагеря, которые, вот, по примеру, наших республиканских, которые с 2013 года уже стояли просто закрытые по своей негодности, и они прошли программу реновации. Очень важным здесь является акцентом то, что Татарстан задал эту планку, это акцент, и с этого года стартовала федеральная программа. Но чтобы вы понимали вот, соотношение на чаше весов, ежегодно на республиканские лагеря из республиканского бюджета выделяется 1 миллиард рублей, и ежегодно выделяется 1 миллиард рублей на федеральные лагеря, на 89 субъектов Российской Федерации. То есть, ну вот, хотя бы вот соотношение посмотреть. Ну, такой классический современный портрет тогда лагеря. Что это? 2-3-этажное здание, или несколько корпусов, футбольные поля? Что вот, суперсовременный лагерь на территории... В Татарстане есть водоразделы, очень есть четкий водораздел. Есть сезонный лагерь, есть круглогодичный. И от этого разница в его инфраструктуре. Сезонному лагерю не нужны двухэтажные корпуса, не нужны как таковые крытые бассейны, крытые спортзалы. Круглогодичному есть в этом особый запрос и потребность. То есть здесь вот можно соотносить. Конечно, летний лагерь имеет комфортные корпуса с размещением. Желательно, чтобы этот корпус был на один отряд, потому что детям важно знать свое место, свое вот пространство, вот, где он может чувствовать себя комфортно, и в то же время понимать, что это их дом. Да, кто-то загородный дом, такая загородная дача, куда они выехали, и здесь безопасно. И это территория их отряда. Поэтому домик в размер с отряд, где у каждого есть, где не надо стоять в очередь в душ, в очередь в туалет. Поэтому, как правило, комната на 4 либо на 6 детей с удобствами внутри. Это позволяет оптимально... Это уже обязательное требование? Это уже когда норма. Это введенные правила, обязательно столы, стулья, чтобы дети могли, в том числе, пописать, порисовать, там, да, то есть позаниматься в корпусе. Понятно, там требования к чемоданам, к уборочному инвентарю, ну вот это все требования.
Обязательно досуговые площадки, которые предусматривать будут возможности разных программ, да, то есть и спортивных, и в том числе и каких-нибудь культурных, чтобы это была площадка обязательно, и образовательных в том числе, потому что запросы на это есть сегодня у родителей, у детей, чем позаниматься. Ну, запрос-то высок, я понимаю, какое количество коммерческих лагерей, коммерческих смен, да, и стоимость этих путевок, ну, вполне сравнима с хорошим и семейным отдыхом за пределами страны в том числе. О чем это говорит? О том, что не хватает бюджетных лагерей, то есть государственных, муниципальных лагерей, или о чем? Или о том, что муниципальные лагеря, республиканские, не отвечают суперсовременным требованиям? Что? Ну, мы наблюдаем, конечно, ажиотаж, вы помните, да, Да. все наши встречи, это весенний ажиотаж по вопросам Путевки путевок. разлетаются Да. в тот же день. И в то же время в августе диагностируем неполные детские лагеря. То есть эффект вот августа, он есть, что предшкольный месяц, особенно последние дни смены, что в коммерческих лагерях, что ну, имеется в виду коммерческие частные лагеря, лагеря предприятий, лагеря республиканские, муниципальные, есть вот этот момент, что есть всегда оставшиеся места. Запрос обычно на июнь, июль, вот начало августа, вот этот период, вот эти горячие 70 дней, желательно, вот все хотят вывести своих детей, и все вот именно в этот период, да, отдохнуть. Наша республика имеет большое количество детей. Это здорово, это же будущее наше, это потенциал. И в планах каждый год, который ставит перед собой республика, Министерство по делам молодежи, охват 218 тысяч детей из имеющихся 570 тысяч. То есть, половина. Обычно мы говорим 46-48%. Да. А загородным отдыхом мы охватываем 100 тысяч детей. 100 тысяч детей попадает в пришкольные лагеря. То есть, по сути, где-то 100? То есть, по сути, 1/5 попадает в загородные детские лагеря. И это при том, что республика имеет самое большое количество загородных лагерей, чем другие регионы страны, даже больше, чем Крым или Краснодарский край. То есть вот этот вот эффект, что у нас большое количество лагерей, но в том числе не все попадают вот именно в этот отрезок июнь-июль. Здесь есть почва над тем, чтобы подумать, как развивать. Вот сегодня есть послековидная история, называется «Лагеря-спутники». По этому пути пошли многие детские лагеря, в том числе и республиканские, и лагеря предприятий, создают дополнительную инфраструктуру при лагерях стационарных. Это рядом арендованная территория, огражденная, где ставят кемпинги, где ставят палатки и делают альтернативную такую форму отдыха. Она очень даже популярна сейчас. Хорошо. В топ-10 лучших лагерей изучила. И все, что открытые данные в интернете дали. Но это лагеря Америка, Китай, Италия, Канада, Швейцария, Ирландия. А вот какие бы вы оздоровительные лагеря из России включили? И ну, при таком вашем большом объеме работы и в разных регионах страны. И могут ли в этот список попасть какие-то лагеря из Татарстана? Или еще рано? Хороший вопрос, очень хороший, такой провокационный, да? У нас 3200 загородных лагерей в стране. Когда вот в этом году объявили конкурс «Лучший лагерь России», мы инициировали подачу 8 заявок от Татарстана. Мы просили, конечно, все лагеря податься. 8 лагерей, которые с амбициями подали на этот конкурс. Было интересно наблюдать, это были и республиканские, и лагеря предприятий, и частные лагеря, которые у нас есть в республике. Но, вот, к сожалению, до финала не дошел ни один из 8 лагерей, к сожалению. Когда мы обсуждали этот конкурс с организаторами, они сказали, что, вы знаете, у нас главный критерий был, это все-таки сайт детского лагеря, как он полностью наполнен всеми нормативными документами, новостной лентой и отзывами. То есть, вот вы спросили, да, наверное, есть, да, нам куда доработать, если вот впервые этот конкурс прошел в этом году, и вот наша восьмерка. Какие лагеря вы хотели номинировать, чтобы мы тоже сейчас понимали, и родители тоже? Лагеря подавались сами, то есть это была инициатива. Да. Мы предложили всем детским лагерям республики. Вот, кто стремился? Подавался лагерь «Салят» звездный, лагерь республиканский наш «Мирас», лагерь «Саулык», КамАЗ «Жилбыт», огромный комплекс такой на 2000 детей одновременно вместимостью, лагерь «Волга», который тоже республиканский, лагерь «Байтик» под Казанью, который находится, IT-лагерь. Вот 5 назвал. То есть эти лагеря, которые вот с амбициями попробовали себя на этом конкурсе. Будем дальше развивать это направление. Мы увидели, что смотрят жюри.
попробуем тоже помочь, подсказать нашим коллегам, что над чем А еще российский работать. лагерь какой бы включили? Я, знаете, как отвечу на этот вопрос? Считаю уникальным каждый лагерь, потому что есть сегодня запрос у конкретного родителя, у конкретного ребенка. Если, например, я свой отправлю ребенка в один лагерь, он получит там эти результаты, а вы отправите, вы не получите эти результаты. Но вы найдете свой секрет в другом. Лагерь, у каждого есть свое лицо, у каждого есть Ну, а в своя какой бы лагерь вы уникальность. отправили своего ребенка, если коротко? Я присмотрел палаточный лагерь в Республике Татарстан. Палаточный лагерь? Ох, какой папа 4 детей. Вы сейчас говорили по поводу лагеря, все-таки это найти друзей, пообщаться. А все-таки для многих лагерь это первая любовь. А у вас была первая любовь? Неожиданный вопрос. Такое завершение Я программы. даже не знаю, у меня будет смотреть жена или не будет, скорее всего, будет смотреть эту передачу. Так была или не была? Но это же было давно. Я скажу так, в лагере, наверное, все есть, и есть вот все эти вещи из разряда Для влюбиться тоже влюбленности, возможно. да, и потом романтичных переписок, вот это всего. То есть Поэтому все это было. все это случается. Извините, супруга, но все это было. Эльдар, спасибо большое за то, что пришли на программу. Благодарю всех телезрителей. Всего доброго, до свидания.